Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Баженов Алексей Петрович, тренер мужской сборной БГУ. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как давно вы являетесь тренером? Как вы вообще пришли к этому, что стали тренером? Какой сложный такой вопрос прямо. Ну, тренирую я уже 2 года здесь, 2-й год, по-моему, пошел, если не ошибаться, уже забыл, да, какой год. Тренировать я начал в 2005 году, когда учился еще в БГУ, начал уже тренировать маленьких детей. И как-то по счастливой случайности оказался в БГУ и стал тренером сборной. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, на какие недавние мероприятия вы выезжали? Выезжали ли вообще? Мы ездили в Читу крайний раз, получается, последний раз на соревнованиях. Ну, там заняли, конечно, не так хорошо выступили, потому что был локдаун и тяжело было играть. Мы там стали 4-е, по-моему, или 5-е из 9 команд. Может быть, какие-то ближайшие соревнования у вас планируются? Ближайшие планировали соревнования, но с этим, так сказать, локдауном все у нас отменилось. У вас или у нас? Нет, не у нас. Ну, получается, мы должны были ехать в Читу. С Читы нам позвонили, сказали, что у нас запрет, и мы не поехали. Какие цели у вас стоят на новый спортивный год? Сейчас у нас начинаются соревнования МЛБЛ. Вот мы будем участвовать, выставляем 2 команды. Получается, играет первая команда по высшей лиге, а вторая по лиге развития. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вообще к вам можно попасть в команду? Можно ли подойти в любое время? Или есть какие-то сезоны, в которые вы набираете? Ну, обычно набор проходит в начале учебного года, когда начинаются новые, приходят отборы. Но сейчас очень много народу ходит, и попасть очень сложно. Нужно постараться, чтобы попасть сюда. А какими качествами должен обладать спортсмен, студент, чтобы к вам попасть? Хотелось бы, конечно, сказать желание, но желание здесь не поможет. Нужно обладать технически, чтобы технически был подкован или как правильно. Хорошо, мы вас поняли. Спасибо, удачи вам. Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Артем Сараев, я учусь на спортфаке. А ты являешься капитаном первой сборной БГУ, да? Ага. Как ты стал им? Сам. А у вас какой-то отбор проходится или просто захотел и стал? Захотел, стал, захотел, сел. Ну хорошо. А расскажи, пожалуйста, почему баскетбол, как ты вообще пришел к этому? В баскет? А? Да. В баскет я пришел с 1 класса, к нам в 14-ю школу зашел Аканин Андрей Владимирович. Большое ему спасибо за это. И он отобрал нас, пацанов 99-98 года. Все, и со временем создал сборную Бурятии. И мы играли в этой сборной очень долго, до 15 года, по-моему. Потом разошлись кто куда. Расскажи о последних соревнованиях, на которые вы ездили. Какое место заняли, какие впечатления, с кем играли, какие ближайшие соревнования планируются? Так, в прошлом году мы выезжали в Читу. Ну, короче, мы там 4-й, по-моему, стали. Мы могли бы быть первыми. А по городу мы играем в городе МЛБЛ. Так сложилось, что мы там за окрутки туда-сюда. Ну и там что-то 4-й, по-моему, стали, 5-й. Ну, короче, мы внизу тусуемся. Но в этом году вообще все будет по-другому. Да? Наверное. Какая-то новая методика тренировки? Алексей Петрович Баженов, он вообще самый лучший. Можно его приблизить, ну ладно. И у него на этот сезон вообще оптимистические взгляды. И вот за счет него, за счет его головы, мы все подстраиваемся под него. У нас вообще одна голова на всех. Круто, самый крутой отзыв от тренера. Какие самые запоминающиеся соревнования, на которые вы выезжали? У нас сезон более-менее начался в прошлом году. Прошлый сезон мы начинали более-менее выезжать куда-то, мы спонсировали. Форму нам выдали, сейчас нам нет. Но вообще в прошлом сезоне у нас началось более-менее движуха в плане баскетбола. И мы в прошлом сезоне только в Читу выехали. Хотя планы были там и куда-то съездить, но из-за коронавируса ничего не получилось. Поэтому только в Читу. Если как капитан команды, есть ли у вас какая-то традиция или примета, которую вы делаете перед соревнованием, перед играми, или нет? Нет. Ну мы сидим в раздевалке, как бы перед игрой, перед тренировкой, мы разговариваем, мы общаемся, музыку слушаем иногда. И все, и шагаем своим духом туда.
вас ближайшая цель на следующий спортивный год? На этот год и на следующий год мы хотим попасть в тройку МЛБЛ Бурятии. Но даже не в тройку, хотим выиграть, потому что у нас команда в этом году другая. К нам пришли много ребят новеньких из той же первого года, 96-го года, с МРЗ многие пришли. Вот, и на этот год у нас, оптимистические взгляды, хотим выиграть МЛБЛ. Хорошо. Ну, вот, выиграть громко сказано. Ларри проиграем, а там выиграем, второй станем. Блица вопросы. Кем вы хотели стать, когда были маленькими? Космонавтом. Назовите своего спортивного кумира. Ален Аверсон. Расскажи о наиболее ценном и бесполезном совете, который тебе давали перед соревнованием. Пропускаю. Какая цитата вас мотивирует на сегодняшний день? Живи сегодняшним днем. Если не будешь жить сегодняшним днем, живи завтрашним днем. Все, спасибо. Удачи. Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Илья. Ты являешься капитаном второй сборной ВГУ, да? Да. Как ты стал капитаном? Команда выбирала. Да, хорошо. У нас было целое голосование, что в прошлом году, что в этом году. Ну, в прошлом году тренер назначил, а в этом году провели голосование. Я как президент. Круто, президент. Почему ты выбрал именно баскетбол и как давно ты им занимаешься? Ну, вообще баскетбол я выбрал с класса 5 после большинства вообще видов спорта. И были и плавание, и шахматы, там, не знаю, там, футбол, волейбол. Ну, как-то в баскетболе вот прям пошло, что поехал. Ну, как-то понравилось прям с самого первого дня. Наверное, большое спасибо надо сказать своему первому тренеру, Нысик Александру Васильевичу, что разглядел тогда во мне потенциал, как бы дал возможность тренироваться и по сей день. А у вас также нет никаких традиций и примет у второй сборной перед соревнованиями? Или у вас все-таки что-то есть? Ну, есть, наверное. Мы подбегаем, забиваем мяч в корзину. То есть вот мы на удачу совсем хлопаем друг друга, то есть вот как-то так. Ну, то есть вот и собираемся в круг и на раз, два, три кричим БГУ. Ты, получается, учишься очно, да? Да, я учусь очно в магистратуре на юрфаке. Как получается совмещать спорт и учебу? Не мешает? Ну, тренировки у нас как бы вечерние. В основном они проходят вечером, учеба днем. То есть, есть пару часов на отдых между парами и тренировками. Хорошо. А ты можешь назвать несколько каких-нибудь психологических приемов, с помощью которых вы настраиваетесь на игру с командой? Ну, вообще у нас есть как бы группа, то есть, где все мы сидим, то есть это группа в Вайбере, мы сидим, как бы переписываемся, то есть каждый друг друга поддерживает, говорит свои сильные и слабые стороны. То есть мы обсуждаем, то есть, кто кого знает там из команды соперника, то есть как с ним играть, как вести себя вообще на площадке. То есть бывает такое, что разговариваем с тренером перед игрой. То есть тренер тоже мотивирует нас. Вот, тоже выступаем. Ну, в прошлом году, скажем так, выступили не очень хорошо. Ну, какие у вас ожидания, цели на будущий спортивный год? Ну, вообще очень грандиозные планы. Все-таки думаю, второй командой куда-нибудь съездить. То есть на какие-нибудь соревнования показать себя. То есть, не ограничиваться одной Бурятией. То есть даже поехать вот с той же первой командой в Читу. То есть, либо на усиление, либо своей же командой. Как вы думаете, нужен ли талант для достижения успеха? Или можно с усердием добиться, то, чего хочет спортсмен? Победа, достижение какого-то цели. Не знаю, мой первый тренер всегда говорил, если чего-то очень сильно хочешь, то усердно тренируйся и обязательно когда-нибудь это получится. Так, блиц вопрос. Кем вы хотели стать, когда были маленькими? Как все, наверное, космонавтом каким-то. А вы все какого года рождения? Космонавты. Я в 9 году родился. Назови своего спортивного кумира. Дуэйн Уэйд.
Расскажи о наиболее ценном и бесполезном совете, который тебе давали перед соревнованием. Прямо самый бесполезный. Ну да. Можно без имен, просто Ну, самый ценный и бесполезный. самый ценный, наверное, был от мамы, типа ты забыл кроссовки дома. А самый бесполезный, наверное, это завяжи шнурки, может быть. Хорошо. Какая цитата тебя мотивирует на сегодняшний день? Все или ничего. Спасибо тебе. Привет, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юрий Кузнецов, я студент 4-го курса Института филологии и массовой коммуникации. Меня зовут Михайлов Алексей, я ученик 4-го курса химического факультета. Почему вы выбрали баскетбол? Как давно вы занимаетесь? И Я достаточно давно уже занимаюсь, еще со 2-го класса. Пришел туда просто потому, что понравилось. Вот так. Я тоже занимаюсь со 2-го класса, так как у меня старший брат играл в баскетбол, и я пошел по его стопам. Мне понравилось и начал заниматься. кто, кроме тренера, мотивирует вас заниматься? Я сам себя мотивирую. Каждый день встаю рано утром. Меня мотивируют, наверное, мои друзья, потому что я хочу быть лучше, развиваться не только в спорте, но и в учебе. А спорт – это как дополнительная мотивация для всего. Получается ли совмещать у вас учебу и спорт? Достаточно просто. Главное распределять свое время. Но у меня тоже не так уж и трудно. У меня факультет хороший, спортсменов там уважают, понимают, когда уезжаю на соревнования. И вот, и в целом главное распределить свое время, как сказал Юра, и будет все хорошо. Скажите, пожалуйста, о последних соревнованиях, на которых вы были. Какие эмоции вы получили от них? Последнее соревнование, насколько я помню, это был стритбол здесь. Заняли первое место. Ну, болельщики ревели как могли, поэтому, конечно же, положительные эмоции были. Да, я на этих соревнованиях не выступал, я отъезжал. Мои крайние соревнования были, это мы доигрывали турнир Республики Бурятия, МЛБЛ по высшей лиге, заняли там 4-е место, не вышли в финал. Ощущения были не очень положительные, так как хотели выиграть. А есть ли у вас какая-то традиция, примета перед соревнованиями? У меня перед соревнованиями только настрой, вот и все. А как вы настраиваетесь? Ну, у меня такие мысли, что я постоянно задумываюсь о том, как я обыгрываю, как я бросаю трехочковые, двухочковые постоянно. А у вас есть какая-то примета? Да нет, выспаться хорошо перед игрой, наверное. Особо традиций нет, то что только товарищи перед каждой игрой подбадривают, все получится, все хорошо. Такая вот традиция. Хорошо. Назовите несколько эффективных психологических приемов, используя которые вы настраиваетесь на игру. Сила воли, поддержка. В основном со стороны друзей, конечно, ну и также и ты их подбадриваешь. Ну, это выходить на игру с холодной головой, верить в себя. То, что мы тут каждый день почти тренируемся, верить в себя, то, что не просто так, это все мы, что мы можем, что нас верит тренер и товарищи по команде. Какие советы вы можете дать ребятам, которые хотят вступить в вашу сборную, попасть, поиграть, поесть на соревнования? Что вы можете им посоветовать, как уже опытные? Ну, я посоветую приходить на наши тренировки и не пропускать их, потому что, с каждой пропущенной тренировкой сил становится все меньше и меньше, и мотивация тоже, соответственно. Стараться, наверное, приходить на тренировки и стараться, показывать себя, потому что, как видно, баскетболистов сейчас много. Надо прийти на тренировки, проявить себя, чтобы тренер заметил и заинтересовал собой. Блиц-вопрос. Кем вы хотели стать, когда были маленьким? Я хотел стать летчиком, если честно. Сегодня космонавтом. Я, наверное, хотел стать полицейским или военнослужащим. Назовите своего спортивного кумира. Первое время, ну вот в детстве, со 2-го класса, это был Леброн Джеймс.
Коби Брайант. Расскажите о наиболее ценном и бесполезном совете, который вам давали перед соревнованием. Более ценный совет собраться с мыслями и одержать победу над соперником. А самый бесполезный это, скорее всего, критика. Только в мой адрес. Это все же. Самым полезным, я, наверное, думаю, это верить в себя, что все хорошо, что все получится. А самое бесполезное, это, скорее всего, когда говорили, что соперники не очень сильны. Недооценка соперника, да, они такие, не очень сильные, а в целом получается не очень. Какая цитата вас мотивирует на данный момент? Пришел, увидел, победил. Тяжкий труд побеждает талант, когда талант не трудится. Спасибо вам большое за интервью.